Больш за 20 тысяч работнікаў Брэсцкай вобласці аб'ядноўваюць 280 першасных арганізацый Беларускага профсаюза работнікаў, дзяржаўных і іншых устаноў. Пачуць праблемы на месцах і ўбачыць умовы працы. З такой мэтай кіраўнік галіновага профсаюзнага аб'яднання Сергей Халява прыехаў у Брэст. В принципе, это не только республиканского, и областной председатель, и районы должны посещать, что наше первичное звено, первичная профсоюзная организация. Узнавать, чем люди живут, какие возникают вопросы по профсоюзной линии и не только. Палажэнне калектыўнага даговора, абарона працоўных правоў, размеркаванне профсаюзных фінансавых сродкаў. Гэта і іншыя пытанні абмеркавалі падчас сустрэчы з профсаюзным актывам тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Ленінскага района Брэста. Таксама Сергей Халява уручыў калектыву дыплом за другое месца ў галіновым конкурсе па ахове працы. Это накладывает какую-то определенную ответственность на нашу организацию, потому что это все-таки надо соответствовать тому, что мы вот заняли такие места хорошие. Нам дали какие-то рекомендации по ведению дальнейшей нашей профсоюзной работы, как мы дальше будем наш коллектив поощрять, стабильность, чтобы была, чтобы сплоченность, какие-то руководящие вопросы. Наведаў кіраўнік рэспубліканскага профсаюза і транспартна-лагістычны цэнтр «Брэст-Унештранс». Тут працуюць каля 240 чалавек. Сергей Халява азнаёміўся з умовамі працы, арганізацыі адпачынку супрацоўнікаў, сустрэўся з работнікамі. Предприятие, скажу честно, что постоянно уделяет внимание. В принципе, никаких вопросов за этот период в части финансирования, либо вопросов организации техники безопасности, либо прохождения техники безопасности с работниками не было. Тоже и требования выдвигаются по технике безопасности к этим, потому что техника выходит со строя и, в принципе, требует обновления. Вынікі профсаюзнай работы прааналізавалі і ў культурнай сферы. У Брэсце прайшло сумеснае пасяджэнне Координационного совета по культуре и Совета директоров профсоюзных и ведомственных установ культуры республики. Основная задача профсоюзов – это защита трудовых и социально-экономических интересов трудящихся, но не хлебом единым жив человек. Поэтому культурный сегмент для нас очень важен. Тем более, вы знаете, что сегодня поставлена общая задача – это пропаганда здорового образа жизни, это участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивно-оздоровительных. Поэтому я вам скажу, что мы специально и намеренно взяли за этот сегмент. Удзельнікі пасяджэння падвялі вынікі работы за 2 гады. На прыкладзе абласнога палаца профсаюзаў прааналізавалі рэсурсы для папулярызацыі профсаюзнай культуры. Сёння на базе установы працуюць 6 народных і ўзорных калектываў, вакальныя, цыркавыя, мастацкія студыі. 2 гады таму тут размясціўся філіал заслужанага аматарскага калектыву Беларусі народнага ансамбля танца «Равеснік». Тут займаецца больш за 100 хлопчыкаў і дзяўчынак. Это взаимодействие, чтобы мы как можно больше своих мероприятий проводили в наших дворцах, чтобы как можно больше мы популяризировали нашу профсоюзную культуру, потому что профсоюзная культура – это та культура, которая хранит генетическую память нашего народа, это народная культура. Информатизация и те процессы, которые происходят в обществе, они нас отдаляют друг от друга. Только вместе мы сможем трудиться на благо Родины, трудиться на благо каждого человека. Ну а если будет все хорошо в стране, то и каждый житель этой страны будет счастлив. Евгения Мороз, Тигран Накопян, телерадиокомпания «Брест».